Парламентарии региона поддержали законопроект о льготной ипотеке для молодых семей, разработанный по поручению главы Республики Коми Владимира Уйба в рамках Года молодежи. На поддержку государства смогут претендовать семьи в возрасте не выше 27 лет с доходом ниже 60 тысяч рублей и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Всего депутаты рассмотрели 18 законопроектов. О самых важных Ольга Коняева. Квартирный вопрос часто стоит на первом месте при создании семьи. Особенно, если супруги вчерашние студенты и заработки невелики. Глава Коми в Год молодежи поручил разработать для таких семей меры жилищной поддержки. Купить квартиру они смогут в ипотеку всего под 1%. Для этого мы добавляем определенную сумму Коми ипотечной компании, и она устанавливает новую льготную ипотечную программу 1% для молодых семей. Условия обоим супругам не свыше 27 лет и совокупный доход семьи не более 60 тысяч. Финансирование жилищной госпрограммы предлагается увеличить на сумму дополнительного дохода в республиканском бюджете – 60 миллионов рублей. Впрочем, в течение года она может быть увеличена. Указанные расходы предусматриваются за счет увеличения на соответствующую сумму прогноза поступления доходов республиканского бюджета за счет размещения временно свободных средств на банковских депозитах. Планируемое количество заключенных льготных ипотечных займов на приобретение жилого помещения около 20. Принят закон об учреждении звания Героя Республики Коми за отважный поступок или подвиг. Предложение о новой государственной награде внес Владимир Уйба. Звание будет подкрепляться единовременной выплатой 75 тысяч рублей. Также принята важная социальная поправка в отношении участников специальной военной операции. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей. Теперь это отдельная категория получателей господдержки. Это позволит системно оказывать помощь. В республике эта система мер уже достаточно такая неплохая. У нас участники специальной военной операции и члены их семей получают и единовременные выплаты, и дети участников специальной военной операции бесплатно питаются в школе. У нас предусмотрена поддержка при газификации домов. Одобрили парламентарии инициативы о пожизненных выплатах победителям Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», проведенных в России. Наш лыжник Иван Голубков занял 4 первых места и 2 вторых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон. Тогда, в марте 2022-го, российских спортсменов несправедливо отстранили от участия в 13-х зимних Паралимпийских играх в Пекине. Предусмотреть выплату пожизненного ежемесячного материального обеспечения победителям открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев» «Мы вместе. Спорт» за первое место в размере 50 тысяч рублей и пункта 2 части 1 статьи, предусматривающей выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения призерам открытых всероссийских соревнований «Зимние игры паралимпийцев» «Мы вместе. Спорт» в размере 40 тысяч рублей. 1 июля Вуктыл будет преобразован из городского в муниципальный округ, что связано с низким показателем плотности населения. Новый статус уже обрел Усинск, на очереди другие города региона. Только Сыктывкар по итогам реформы останется городским округом. В основном это ни на что не влияет, это влияет только на название, на печатях. Вот муниципалитет в Вуктыл, к примеру, посчитал, около 200 тысяч рублей обойдутся все вот эти перемены. Да, мы выполняем федеральный закон и приводим в соответствие наши законы. На сессии привели в соответствие с федеральными требования о декларации доходов депутатов республики, работающих на постоянной основе. Теперь они будут публиковаться обезличенно. Кроме того, парламентарии обновили список мест, где запрещены митинги и шествия. Это территории органов публичной власти, социальных, религиозных и объектов жизнеобеспечения, а также вокзалы. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.